По словам Алмаса Джапуа, на днях должно было состояться заседание сессии парламента, где и должны были вынести на обсуждение заключение парламентского расследования по делу Черноморэнерго. Однако, как отметил депутат, заседание не состоялось, что и послужило поводом для встречи с журналистами. Вчера была назначена сессия, и был план представить его на сессионном заседании парламента. И утром вдруг обнаружилось, что заседание отменяется по неизвестным причинам. Конечно, это было непонятно. Я обратился к руководству парламента с вопросом, а когда все-таки это должно состояться. Мы не нашли взаимопонимания с руководителем парламента, должен вам сказать. Алмаз Джапуа отметил, что во многом его ограничивает закон о парламентском расследовании. Именно по этой причине итоговые документы парламентского расследования по делу Черноморэнерго журналистам представлены не были. Также не были названы фамилии участников коррупционных схем, которые, как отметил Джапуа, уже долгие годы внедрены в работу Черноморэнерго. Кроме того, по словам депутата, в ходе расследования также был выявлен ряд грубых нарушений. Руководитель комиссии имеет основания полагать, что в нарушении и прошлое, и нынешнее руководство РУП Черноморэнерго находится в устойчивой коррупционной взаимосвязи как с руководством профильного министерства Грузии, ранее это было Министерство энергетики, а сейчас это Министерство экономики, так и с руководством учредителями ООО «Ингур-ГЭС». Нет и не могло бы быть объективно подтвержденных документальных и технических данных о том, что 40% вырабатываемой «Ингур-ГЭС» электроэнергии поступало именно в распределительные сети Абхазии. Республика Абхазия все еще остается частью энергосистемы Республики Грузия. И в момент необходимости дополнительного перетока энергии на территории Республики Абхазия могут осуществляться только на основании договоренности российской и грузинской стороны. Дополнительным подтверждением данного обстоятельства является также информация, полученная от руководителя ООО «Ингур-ГЭС» Мибония, о том, что именно грузинская сторона производит расчеты из закупки энергии в Российской Федерации. Фактически на объекты электроэнергетики, находящиеся на территории Республики Абхазия, распространяется грузинское законодательство. Часть территории страны, находящейся в распоряжении ООО «Ингур-ГЭС», фактически находится под юрисдикцией Республики Грузия. Там не действуют абхазские законы, там действует грузинское законодательство. А руководство Республики Абхазия, руководство РУП Черноморэнерго в нарушении законодательства и Конституции не предпринимают попыток пресечь данное нарушение закона и принять на баланс Республики Абхазия неучтенное государственное имущество. После выступления Алмаса Джапуа у журналистов была возможность задать вопросы. Понимаете, это очень голословное утверждение, что он не находится в составе учредителей, вы его не подкрепили ничем. Членов комиссии парламентской мы тоже рядом с вами не видим, которые хотя бы покивали рядом с вами головой. Да? И это еще не все. Вы говорите, что система учета отсутствовала до 2019 года. Значит, с 2019 года она присутствует. Я хотела бы понимать, вот вы снимали показатели этой системы учета? Сколько сегодня Абхазия получает электроэнергии? У депутата и журналиста возник спор, после которого некоторые журналисты, посчитав, что депутат не дает конкретных ответов на поставленные вопросы, а также, что сама встреча выходит за рамки пресс-конференции и больше напоминает встречу с избирателями, покинули ее. Алмаз Джапуа продолжил пресс-конференцию. На вопрос журналистов, почему на встрече не присутствует руководитель РУП Черноморэнерго, депутат ответил, что он не был приглашен. Ну как вы думаете, предположим, вы преступника, которого обвиняете в преступлении, он вам признается, просто он скажет, да, это был я, это я украл из казны деньги? Вы такое когда-нибудь видели? Или он вам скажет, вот да, в этом разберутся, не мы с вами разберемся, чтобы вы знали. В этом должно разбираться не на основе наших с вами разговоров. В этом должны разбираться прокуратура и суд. Что действительно является предметом. Я действительно призываю, пожалуйста, в судебном порядке, в том числе, если я кого-то оклеветал, в судебном порядке, привлекать меня к ответственности и все остальное. Никаких вопросов. Депутат парламента Алмаз Джапуа отметил, что собранные в ходе парламентского расследования материалы будут переданы в компетентные органы. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.